минувшую субботу в половине 7 часа утра, то есть еще в потьмах, на Радищево-Московской сотрудники ГАИ задержали «Лексус» с красными дипломатическими номерами, в котором ехал пьяненький атташе Генерального консульства Киргизии Нурмат Каипов. Молодой, но очень дерзкий атташе отказался пройти медосвидетельствование и показать документы, да и вообще вел себя крайне неадекватно, за что по отношению к нему была применена физическая сила. Зачем вот одежду порвал? Вы мне объясните, зачем вы на меня... Зачем ты мне мою одежду порвал? Вон, смотри. В смысле порвал? Что я вам порвал? Сделал? Я грыз, что ли, я Кто вам? меня мордой в асфальт вот сюда толкал сейчас? А? Извините, если бы вы лицом об асфальт ударились, у вас были следы, правильно? Не, кто меня вот сейчас вот сюда вот толкал сейчас в асфальт мордой? Я вам применил физическую силу, приемы самообороны из-за того, что вы мне порвали жилетку. Правильно? Ты посмотри на себя и на меня посмотри. И чё? Как я тебе могу физическую силу применить? А зачем вы тогда оказываете сопротивление? Какое сопротивление? О чем ты говоришь вообще? А начался этот международный дорожный скандал с того, что пьяненький киргизский атташе, возвращаясь под утро, вероятно, из какого-нибудь найт-клаба, на Радищево проехал на красный. И этот маневр издали заприметил патрульный экипаж ГАИ. Они заметили машину Lexus, которая проехала перекресток Радищево-Хохрякова на запрещающий красный сигнал светофора. Ими было принято решение догнать данный автомобиль для установления всех обстоятельств административного правонарушения. Перед перекрестком с улицей Московской данная автомашина остановилась. Я не ехал на красный свет светофора. Не было. То есть нас обманывают сотрудники ДПС, вы так считаете? Получается так. После того, как водитель вышел из автомашины, он начал неадекватно себя вести, отказывался что-либо предъявить, начал отталкивать инспекторов, угрожать им. После чего инспектора в вежливой культурной форме пригласили его пройти в патрульный автомобиль. Во-первых, я не пьяный. Меня здесь сейчас сотрудники милиции избили. Избили вас? Избили. Ага. Я могу показать доказательства. Какие? Могу показать. Ну показывай. Но не в камеру. Доказательства чего, простите? Того, что меня избили. Вас избили, да? Да. Вы не имеете права меня проводить какое-то освидетельствование. О, Господи, вы можете отказаться? Здесь вступает на самом деле в силу Венской конвенции о консульских отношениях. Хорошо. Правильно? Да. И Хорошо, куда вы направлялись? А вы куда ехали, вы, простите, да? домой. Не секрет, если. А откуда? Домой. А откуда вы ехали, если не секрет? Я катался по городу. Завершился российско-киргизский конфликт вызовом на место киргизского консула Гульнур Нарматовой, которая и спасла своего сотрудника. Консул Генерального консульства Киргизии госпожа Нарматова, Гульнур Балматовна, вместе с еще одним водителем. После разбора и установления визуального подтверждения ими, что их сотрудник находится в состоянии опьянения, они со своим водителем сели в данную автомашину и проследовали все Генеральное консульство, где сказали, что все дальнейшее разбирательство будет происходить на территории данного консульства. Вообще надо заметить, что в Екатеринбурге пьяных заморских дипломатов можно встретить на дорогах регулярно. Да и не пьяных, а просто косячных. Сходу вспоминается летняя история с датским консульским автомобилем, водитель которого, подрезав другую машину, спровоцировал аварию с автомобилем фонда «Город без наркотиков». Была громкая история. Кстати, в тот день гаишники вспоминали, что датчанин. Накануне вот задержали машину с пьяным консулом Киргизии. Да кто-то закрылся в автомобиле и категорически не вылезал. А 9 мая уже сам консул Дании перед парадом Победы вступил в конфликт с гаишником и вызвал гнев самого начальника ГУВД Михаила Никитина. Но это только в этом году. В предыдущие годы иностранные дипломаты попадались и пьяненькие на дорогах, и не пьяненькие. Некоторым из них били лицо на байк-шоу, а некоторые сбивали шлагбаумы в Кольцово. Но это говорит о том, что они не святые, они часть нашего городка и живут такой же жизнью, что и аборигены. Иногда грешат, иногда косячат, но только в отличие от россиян они могут закрыться за границей своей дипмиссии.